такая же самая стоимость. Единственное, там по валидатору они снимают вот эту льготу. Оплачивать практически полную стоимость поездки до своей дачи, что в селе Арыш-Хазда Пестричинского района, вынуждена Сания Сабирова. Она пенсионер, ветеран труда. В Казани в общественном транспорте действует социальный проездной, а вот в пригороде уже нет, приходится доплачивать. Вот 80 рублей в один конец стоимость. 60 рублей мы платим наличными, а 20 рублей как будто якобы они снимают по валидатору. Сания Сабирова считает, что имеет право на полную льготу по своему проездному. За разъяснениями обратилась в Конституционный суд. Хочет знать, не противоречат ли главному закону республики пункты порядка предоставления социального проездного. По нему пенсионеры имеют право льготного проезда только в пределах муниципального образования. У льготной категории они в пределах Казани не оплачивают проезд, они платят, соответственно, то расстояние, которое от границы Казани до населенного пункта. И, соответственно, обратно. Сания Сабирова считает, под муниципальное образование попадает и пригород, так как в федеральном законе Устав автомобильного транспорта понятие «пригородное сообщение» не разделяется на один или несколько районов, а означает перевозку между населенными пунктами на расстояние до 50 километров. А село Арыш-Хазда находится в 35 километрах от Казани. Для пенсионеров это очень дорого. И тем более такой резкий скачок. Ведь пенсионеры не все хорошую пенсию получают, а по 80 рублей это туда и обратно 160 рублей получается. А если, например, бабушка поехала, там внука с собой взяла, вы представляете, выливается это в какую сумму? В селе Арыш-Хазда 5 садовых обществ, в каждом около 300 участков. Добираются на автобусе 112-го маршрута. Сания Сабирова рассказывает, ездят в основном пенсионеры. Раньше этот маршрут только в дачный сезон обслуживало второе ПТП. И по словам пенсионерки, таких проблем не было. Сейчас там частный перевозчик, и он увеличил сумму за проезд. Маршрут Казань-Арыш-Хазда, он, получается, к нерегулируемым тарифам относится поездкам? Он относится, да, к регулярным перевозкам по нерегулируемым тарифам. Стоимость, еще раз повторите, пожалуйста, стоимость вот этого проезда формируется, скажу так, даже больше? Формируется она перевозчиком. Соответственно, перевозчик предоставляет, так называемую, скидку для льготника на размер той компенсации, которую он получает из бюджета. Нарушены ли конституционные права пенсионерки? Свое решение суд вынесет в течение месяца. Вероника Гайнудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.